О самых заметных событиях вторника, 26 апреля, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Ремонт дорог, авиабилеты по субсидиям, переселение из аварийного жилья и другие темы. Глава региона С.Н. Николаев ответил на вопросы якутян. Праздничные шествия к юбилею Якутии запланированы в Якутске завтра. Временно изменится схема движения автобусов. Изменениям рады все. В Ленске сирота получил денежный сертификат на приобретение квартиры. Раньше выдавали готовое жилье. Спортивно-оздоровительный праздник. Республиканский месячник по борьбе с туберкулезом финишировал в Алданском районе. Выставки, концерты и другие мероприятия в Нерюнгри встречают участников 7-го пасхального фестиваля. Глава республики С.Н. Николаев ответил на вопросы якутян. Всего, по информации Центра управления регионом, на прямую линию от жителей Якутии поступило порядка 500 вопросов. Самой популярной темой стал транспорт. В основном вопросы связаны со сроками ремонта дорог, а жителей районов больше интересуют авиабилеты по субсидиям. Одной из главных тем для якутян также остается переселение из аварийного и ветхого жилья. Но одним из первых прозвучал вопрос из Нерюнгри. Жительница Южной Якутии Татьяна Шевченко поинтересовалась у С.Н. Николаева реализации указа о социально-экономическом развитии Нерюнгринского района. И вот что ответил глава региона. Конечно же, Нерюнгри – это гордость и Якутии, гордость всей России. Я рад, что в последние годы Нерюнгринский район и город Нерюнгри, в том числе, они получили новый импульс развития. Мы помним, к сожалению, совсем недавние времена, когда из Нерюнгри люди уезжали, когда реально на многих собраниях, в том числе и у вас в Нерюнгри, люди спрашивали, а когда будут нас перевозить, куда нас будут переселять. Не было определенности даже у наших крупнейших компаний, таких как у Якутугль. Но вот слава богу, что благодаря решениям президента страны, благодаря новой политике развития Дальнего Востока, мы сегодня в Нерюнгри видим просто колоссальное развитие, экономическое развитие. Мы видим, как сейчас появились у нас крупнейшие компании угольные мирового уровня, Эльга-Уголь, Колмар, которые являются лучшими компаниями уже даже не России, а по многим показателям мира. Мы видим, как развиваются новые виды производства. Вот наши отцы, наши деды мечтали о том, что Нерюнгри станет металлургической базой для Советского Союза. Вот сегодня я был в Хатырыке вместе с Михаилом Ефимовичем Николаевым, первым президентом нашей, он вспоминал, как Алексей Николаевич Косыгин, приехав сюда в 70-е годы, когда решался вопрос о развитии Нерюнгри, говорил о том, что 4-я металлургическая база Советского Союза будет здесь, в Якутии, в Южной Якутии, в Нерюнгри. И много уже воды утекло, почти 50 лет. Вроде этот вопрос забылся, но мы сегодня, несмотря вот на те же санкции, реально начинаем в этом году впервые производство уже железнорудное. Именно в Южной Якутии, в Нерюнгринском районе. Это говорит о том, что мы постепенно начинаем те мечты, которые носили с собой вот наше предыдущее поколение, уже реализовывать в жизнь. И, конечно же, я всегда говорю, что люди, которые добывают крайне важные для страны полезные ископаемые, делают его государство наше могущественным, конечно же, должны жить в хороших условиях. Исходя из этого, я подписал указ о социально-экономическом развитии Нерюнгринского района. Хочу вас заверить, что несмотря что бы там в Соединенных Штатах или в Германии, в Англии не думали, так, мы по Нерюнгри все, что задумали, все сделаем. И дороги построим, отремонтируем так, как мы с вами планировали. И больничный комплекс обязательно весь до конца доведем, потому что больничное здравоохранение Нерюнгри, конечно же, это больная точка. Для меня это тоже очень больная тема. Мы начали уже ремонтировать ряд учреждений, но обязательно все до конца доведем в течение ближайших лет. Конечно же, я рад сообщить, и, может быть, не все нерюнгринцы знают, что
правительство Российской Федерации поддержало наше предложение. Вот недавно выделен еще один транш новых инфраструктурно-бюджетных кредитов и средств из корпорации Дом РФ, которые, и фонд ЖКХ, которые будут направлены на развитие социальной инфраструктуры квартала Р и на дальнейшую реализацию реконструкции Нерюнгринского водоканала. Поэтому мы будем идти вперед. Будут строиться и социальные объекты. Я знаю проблему школы номер 9. Есть у нас вопросы, связанные с ремонтом социальных объектов, с круглогодичным детским лагерем. И, конечно же, я очень надеюсь, я даже верю, что до конца года, где-нибудь в ноябре, в декабре, мы с вами откроем новый аэропортовый аэровокзальный комплекс города Нерюнгри в Чульмане. Сейчас строительная готовность 77% объекта. В прошлом году наши строители практически подвиг сделали, введя полосу на год раньше взлетно-посадочную реконструкцию, завершив. И уверен, что мы все в этом году тоже точно в сроки выполним. И до конца года аэровокзальный комплекс Нерюнгри примет уже первых пассажиров. Поэтому нерюнгринцам желаю всего самого хорошего, вас тоже с наступающим праздником. Ну а я буду приезжать и контролировать, чтобы вот то, что мы туда направляем, все вовремя делалось, качественно делалось. Ну и прошу жителей тоже активно в этом участвовать. Но сегодня днем Айсен Николаев в преддверии столетнего юбилея якутской автономии посетил село Хатырык Намского улуса. Глава региона возложил цветы к памятнику выдающемуся политическому и государственному деятелю Максиму Кировичу Амосову. Затем принял участие в торжественном собрании общественности, посвященном Дню Республики. Кроме того, Айсен Николаев участвовал в установке первой сваи культурно-спортивного многофункционального центра в селе Хатырык. Напомним, что этот год в Намском районе объявлен годом Максима Амосова. В связи с этим в течение года проводят тематические и культурные мероприятия, а также ремонт дорог и иной инфраструктуры. В самом селе Столбы или Хатырык в настоящее время идет строительство детского сада на 75 мест. В прошлом году был проведен водопровод. В прошлом году проведена электрификация квартала имени Лены Максимовны Амосовой. И сегодня вот поставили, забили первую сваю в Национальный центр культуры. Это уже инвестиции в будущее. В новом объекте, новом красивом объекте. Дети будут учиться, дети будут заниматься спортом. И это даст другой новый импульс развития всего района. К столетию Якутской ССР поступают и поздравления от глав соседних регионов. Например, губернатор Забайкальского края Александр Осипов назвал главным богатством Якутии человека. Дорогие жители Якутии, поздравляю вас со столетием образования республики. Саха – великая, красивая и необъятная земля. Но самое главное ее богатство – это люди. Люди, которые умеют создавать крепкие семьи, растить детей, соблюдать традиции, бережно использовать природные богатства, приумножать ценности, накопленные в истории и в культуре. Я желаю, чтобы как можно больше создавалось сегодня семей, как можно крепче они были, чтобы рождалось много-много маленьких жителей республики. Желаю, чтобы также вы умели работать, отдыхать. И ждем, что совместно с соседями, в том числе и с нашим Забайкальским краем, огромным, необъятным, имеющим большую границу с республикой, вы будете строить хорошие отношения, мы будем обмениваться гуманитарными, экономическими контактами и, конечно, дарить радость общения друг другу. Поздравляю с праздником республики. А для 7 школьников Якутска сегодняшний день стал особенно значимым. Они получили первый и самый главный документ своей жизни – паспорт гражданина Российской Федерации. Наряду с юными гражданами и их родителями волновались специалисты МФЦ. Ранее, отметим, документ вручали только в паспортно-визовых службах при МВД. Это событие наверняка запомнится и обретет двойную ценность, потому как паспорт выдали в преддверии Дня Республики и столетия становления автономии.
В офисе Амосова произошло первое торжественное вручение паспортов 14-летним гражданам. Мы договорились с нашими коллегами с Министерства внутренних дел по Республике Саха-Якутия, подписали дополнительное соглашение, и теперь можем уже выдавать, не только принимать документы на изготовление паспорта, но и вручать в торжественной обстановке паспорта нашим юным якутянам. Раньше мы принимали заявления, а паспорта уже выдавали в паспортной службе. А теперь мы будем выдавать здесь в наших офисах, и это более удобно и комфортно для наших заявителей. Я получил паспорт. Я теперь обладаю правами и теперь отвечаю перед законами. Очень хорошо буду обращаться с ним, не марать, не выкидывать его, держать буду хорошо. Редакция новостей каналов НВК Саха и Якутия-24 объявляет конкурс на лучшее стихотворение на тему «Моя Якутия». Конкурс приурочен к столетию Якутской ССР. Условие – снять видео, где вы читаете свое стихотворение. Затем отправьте это видео на электронную почту nvknews@mail.ru. Победителя определим завтра, 27 апреля, в День Якутии. Лучшим вручим памятные призы. До конца октября в Якутске ограничат движение по улице Пояркова на участке от Дзержинского до Октябрьской. Сама улица Пояркова для движения транспорта закрываться не будет. Как сообщил Василий Амбросов, начальник управления транспорта и дорожного хозяйства, в этом году улицу Пояркова не будут закрывать для движения транспорта. Пройдут работы по обустройству тротуаров, парковочных площадок, карманов, автобусных остановок, ремонту водоотводных лотков и уличного освещения. Также пройдут земляные работы. Заменят подземные коммуникации. Ремонт дорожного полотна запланирован на следующий год. А к юбилею Якутии завтра в Якутске пройдут праздничные шествия. В связи с этим разработаны временные схемы объездов городского общественного транспорта с 12 до 15 часов. Об этом сообщает мэрия столицы. Движение машин ограничит по улице Ярославского на участке от Ярославского 6/3 до перекрестка с улицей Кирова с 12 до 15 часов. А также по улице Кирова от перекрестка с улицы Ярославского до перекрестка с улицы Лермонтова с 13:30 до 15 часов. На ваших экранах временные схемы движения автобусов на период перекрытых дорог. Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке на новое жилье с 12 до 9% годовых на совещании по экономическим вопросам. Глава государства добавил, что действие данных льготных условий необходимо продлить до конца года. Кроме того, президент предложил отсрочить на год выплату страховых взносов для компаний, которые предоставляют товары на внутренний рынок. Лидер страны также отметил, что мера не коснется экспортеров, компаний финансовой сферы, оптовой торговли, а также организаций бюджетного сектора. Напомню, что повышение ключевой ставки ЦБ было, тем не менее, обосновано. Необходимо для стабилизации банковского сектора и финансовых рынков. И решение это сработало. И Банк России уже приступил к постепенному снижению ключевой ставки, к удешевлению кредита в экономике. Чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, чтобы стимулировать стройку в целом, предлагаю снизить ставку по льготной ипотеке. С 12% мы ее не так давно установили, до 9% годовых. Да, действительно, недавно установили 12%, но ситуация в целом позитивная и дает нам возможность сделать шаг на снижение. Необходимо также продлить действие этой льготы ипотечной программы до конца текущего года. Свыше 42 тысяч семей с детьми от 8 до 17 лет в Якутии смогут получить новую выплату с мая. Выплата коснется семей с низкими доходами. Заявления начнут принимать с 1 числа. Существует 3 способа их подачи: через портал госуслуг, клиентские службы пенсионного фонда или центры «Мои документы». В современной истории соцзащиты России ввели абсолютно новые правила, по которым размер выплат будет разный. Раньше все выплаты были фиксированными. Новые будут зависеть от доходов конкретной семьи. Установлены 3 градации: 50% от прожиточного минимума, на ребенка 75% и 100%.
На перекрестке улиц Ленина и Октябрьская в Якутске во время работ по реконструкции центральной улицы подрядчик повредил газопровод. На месте работает аварийная бригада Сахатранснефтегаза. Угрозы населению и зданиям нет. Подача газа временно приостановлена до устранения утечки. Под ограничение временно попали дома по адресу Ленина 29, Ярославского 28 и Орджоникидзе 43. Весной многие жители ветхих и аварийных домов сталкиваются с общей проблемой. Талые воды заливают коридоры и квартиры на первых этажах. Особо тяжело приходится в домах, расположенных в низине или зажатых между новыми многоэтажками. Вот и дом на Чкалова 24 в Якутске относится к таким, как люди в прямом смысле слова выживают по колено в воде и кому обращаются за помощью, узнавал Александр Хавренко. Жильцы дома на Чкалова 24 каждую весну борются с водой, которая заполняет не только двор, но и заходит в квартиры первого этажа. Дом расположен в низине, а выросшие вокруг многоэтажки буквально выдавливают из-под земли воду, что и приводит к затоплению. И в таких условиях жильцы обитают не первый год. Многие на весенний период уезжают к родственникам или снимают квартиры, потому что жить по колено в воде не хочется никому. Но в таких условиях жить невозможно. Вот, допустим, я сейчас снимаю, потому что ребенку 7 лет. Жить невозможно. Сами юридически не подкованы, то, что если будет маневренный фонд, то бишь мы там застрянем. Нас отодвинут на много лет. А так мы боремся, пытаемся что-то достучаться до властей, не знаю, как получится. Комиссия была, мы признали в 2020 году, что дом аварийный, на 25-й. Но в таких условиях мы, наверное, не выживем еще 3 года. Где только жильцы дома не искали защиты и поддержки. Обращались и в мэрию, и в управляющую компанию. Но последняя предпочла самоустраниться и оставить дом на попечение управы. С 18 апреля УК «Юнион» отказался от управления домом в связи с долгами. Мы направили письмо в департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики о назначении временной управляющей компании. Но пока еще нет. Пока нет. Ну, там должно выйти распоряжение и назначить временную управляющую компанию, управление, чтобы управлял домом. Этот дом давно находится под контролем президентского движения «Народный фронт» в Якутии. Активисты периодически приезжают, разведывают обстановку и помогают, чем могут. Например, добились того, чтобы из дома как можно чаще откачивалась вода. В 2020 году уже поднимался этот вопрос, куда выезжали МКУ управления автодорожного округа и МКУ СГХ. И совместными усилиями они здесь установили колодец на 6 колец, это приямок, куда будет стекать вода сточная и откуда будет откачиваться АСМ-ками вот эти вот воды. Да. Сейчас, к сожалению, оттайка глобальная, поэтому не может охватить АСМ-ка полный объем. То есть качаем ежедневно, круглосуточно. Я пока вижу такой выход. Значит, надо усиленно отправлять сюда ассенизаторские машины, качать, и найти точку слива мотопомпы. Конечно, понятно, что такими превентивными мерами региональный штаб президентского движения «Народный фронт» в Якутии и служба эксплуатации городского хозяйства дом не спасут. Но, по крайней мере, хоть как-то облегчат жизнь людей, параллельно направляя письма в органы государственной власти и контролирующие органы. Потому что люди не должны жить в таких условиях. Александр Хавренко, Григорий Николаев, Якутск. В Ленском районе сироте вручили денежный сертификат на приобретение квартиры. Напомним, что ранее в течение многих лет дети-сироты получали готовое жилье. Изменениям рады как представители органов опеки, так и сами получатели, рассказывает Светлана Болеева. 23-летняя Алевтина Семенова стала первой, кто получил денежный сертификат на покупку квартиры. Девочка родилась в Сунтарском районе. В раннем детстве она стала сиротой. В 6 лет под опеку ее взяла семья из Ленска, перевезла девочку к себе в район. Так уже 18 лет Алевтина живет в нашем городе. Сегодня девушка замужем, ждет первенца. На полученный денежный сертификат 2 300 000 рублей девушка уже присмотрела квартиру. Хотели после родов материнский капитал добавить туда. Находится в центре, где моя, там приобрести квартиру. Она стоит где-то 3 миллиона, что-то с чем-то. Новая мера поддержки в виде денежного сертификата начала действовать в республике только с этого года. Получить его могут дети-сироты, которые соответствуют всем критериям, установленным законом. Для того, чтобы получить сертификат, человек должен быть несудимый, работать в течение 12 месяцев, естественно, не стоять на учете как наркоман, токсикоман и все прочее. У нас подошла Семенова
по всем параметрам, как можно так сказать. Поэтому она сегодня получила у нас первый сертификат в Ленском районе. Приобретаемое жилье за счет денежного сертификата дети могут сразу же оформить в собственность. Это главное его преимущество над вариантом предоставления квартир, которые передаются детям по договору соцнайма. И только через 5 лет они имеют право оформить жилье на себя. В этом году в очереди на получение жилья стоит 25 детей-сирот. Только один из них подошел под вышеперечисленные параметры. По словам Татьяны Селивановой, условия выдачи сертификатов возможно изменятся. Этот вопрос сегодня рассматривается на республиканском уровне. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Республиканский месячник по борьбе с туберкулезом финишировал. Специалисты Алданского противотуберкулезного диспансера организовали спортивно-оздоровительный праздник. Дети и взрослые принимали активное участие в конкурсах и играх, получив заряд бодрости и энтузиазма. На празднике побывала Татьяна Вахнина. Позитивное оживление на главной лыжной трассе предварило вовсе не борьбу за медали и кубки. И в победителей вышла отнюдь не тройка лидеров. Просветительскую акцию по пропаганде здорового образа жизни провели специалисты Алданского противотуберкулезного диспансера. Спортивно-оздоровительным праздником завершился республиканский месячник борьбы с туберкулезом. Сегодня мы здесь собрались, чтобы провести в рамках месячника по борьбе с туберкулезом флешмоб «Белая ромашка», чтобы привлечь внимание общественности к нашему заболеванию. В рамках акции прошла тематическая викторина. Гости проверили знания в вопросах об опасности, путях распространения и мерах профилактики туберкулеза. Часть заданий касалась здорового образа жизни. О том, что вредно и что полезно для организма, гости знают хорошо. Проигравших в викторине не было. Я угостила всех конфетками и сама получила очень много конфет. Спортивно-оздоровительный праздник стал семейным. Дети вместе с родителями с удовольствием выходили на лыжню и принимали участие в играх. Скучать не пришлось никому. Впечатления очень хорошие, все на позитиве пришли. Спасибо большое нашему противотуберкулезному диспансеру, что организовали этот флешмоб. Мы, с одной стороны, и встретились тут все, у всех хорошее настроение, освежили свои знания, поиграли. Ситуация по распространению туберкулеза в Алданском районе остается стабильной. В числе основных тенденций специалисты называют снижение заболеваемости и уровня рецидивов. Кроме того, в последние годы инфекция не регистрируется среди детского населения. Растет процент раннего выявления инфекции. Месячник завершился. Между тем, специалисты противотуберкулезной службы продолжат планомерную профилактическую работу в течение года. Татьяна Вахнина, Алдан. Сохранить культурное наследие, развивать города и поселения, заниматься наукой. Видеонаставление потомкам в 2122 год записали жители Мирнинского, Ленского и еще 34 районов республики. В Якутии идет эстафета «Послание в будущее». Ее организаторы загрузят видео на флешку, погрузят в капсулу и закопают в Якутске. В Ленске послание на 100 лет вперед записала молодежная администрация. Пожелали сохранить культурные и семейные ценности и возвращаться в район инициативной молодежи. В Мирнинском районе послание потомкам сочинили школьники, студенты, работники школ и детских садов. Пожелали с гордостью носить статус мирнинцев и развивать район. Если вдруг вы уже изобрели машину времени, обязательно прилетайте к нам в 2022 год. Очень хочется пообщаться с потомками и узнать, как выглядит наша планета. 4 спортивных объекта построят в Якутске к играм «Дети Азии». Всего на строительство объектов по федеральному проекту «Спорт. Норма жизни» направят свыше 650 миллионов рублей из федерального бюджета. Средства пойдут на строительство многофункционального спорткомплекса в селе Барагонцы, универсального комплекса спортивных единоборств с общежитием в селе Мындаба, спортивного зала в поселке Кызылсыр, 2 многофункциональных спортивных залов и крытого катка в Якутске. А в Нерюнгри встречают участников 7-го пасхального фестиваля. К этому празднику готовились и взрослые, и дети. Проводят выставки, концерты и различные мероприятия, где православные христиане поздравляют друг друга с Пасхой и желают всем добра.
Христос воскрес, воистину воскрес. С этими словами весь православный мир встречает самый почитаемый и радостный праздник церковного календаря. Я поздравляю всех жителей с пасхальными днями. Молюсь о том, чтобы Господь через этот праздник, через участие в богослужениях даровал каждому молящемуся человеку, молящему Господа, здоровье, мир душевный и благополучие всяческое. Свой первый пасхальный визит владыка Якутский Ленский совершил именно в Нерюнгри. Это второй город в республике не только по численности, но и по интенсивности духовной жизни, отметил владыка. Об этом говорит и то, как подготовились к пасхальному фестивалю жители города. В нашем мероприятии приняли участие дети и подростки со всего Нерюнгринского района. То есть это детские сады, средние образовательные школы, детские школы искусств, Центр творчества для детей и юношества. В общем, в этом году как никогда приняли участие очень много детей. На творческой выставке представлены поделки, рисунки и вышитые картины. Также изделия из бисера, бумаги, проволоки и ниток. И все на пасхальную тематику. Возраст участников самый разнообразный. Это и дети, и взрослые. Ведь главная цель – это вклад в укрепление духовности и единение людей всего православного мира. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.